There's a train that coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear you. This is your home, man. You don't need no ticket, you just think their Lord, yeah. People get ready for the train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. Find the key, open the door and board them. There's room from home and belongs to you, yeah, yeah. Музыкальный путь начался с самого раннего детства, с детского сада. Вот, когда мне было 5-6 лет. В моей семье нет музыкантов, я одна. У меня только у папы, да, есть слух, и он поет обычно на семейных мероприятиях. А вообще моя бабушка, баба Аня, по папиной линии, она всю свою жизнь пела в церковном хоре. У нее голос высокий, сопрано. И у меня тоже сопрано, да, на удивление, вот, видимо, оттуда это все пошло. И я тоже пою в церковном хоре и пела, особенно когда вот в Якутске училась, да, я пела в Никольском храме, и мне очень это нравилось, и для души моей, и вообще это очень развивает, да, то есть там поешь с листа, постоянно ноты, да, как сольфеджио в музыкальных школах. Это очень мне дало и в профессиональном плане тоже. Мой первый музыкальный педагог — это Чепурина Наталья Юрьевна, которая раскрыла во мне музыкальные способности. Вот. И помню, когда мы с мамой шли по площади Ленина, я увидела красивое зеркальное здание, спросила маму: мама, что это за такое красивое здание? Мама говорит: это музыкальная школа. И вот и мы зашли, я спела там на вступительных экзаменах, как раз в это время были вступительные экзамены, я спела там песню «Журавли», которую мы как раз-таки учили в детском саду с Натальей Юрьевной. Вот, и меня взяли в музыкальную школу. Когда мне было 6 лет, в детском саду музыкальный руководитель Чепурина Наталья Юрьевна привела меня в «Полярную звезду». Это был мой первый такой как бы конкурс на большой сцене, так сказать. Вот. До этого, конечно, я участвовала тоже в детских конкурсах, но «Полярная звезда» — это был такой самый для меня значимый конкурс. И 3 года подряд я выступала как раз на этом конкурсе. Это уже как традиция сложилась. Конечно, Наталья Юрьевна такой человек, что очень ответственный, да, и мы, конечно,
большой ответственностью подходили к этому конкурсу. Разучивали, выбирали репертуар, потому что выбор репертуара — это, наверное, одно из самых главных, да, в конкурсе. Можно хорошо петь, но если подобран неправильный репертуар, то можно просто как бы, ну, на фоне, да, других проиграть. Вот, поэтому мы очень хорошо подходили к этому. И, конечно, сценически, да, то есть не только нужно хорошо спеть, нужно еще подать. Да, то есть жюри смотрит и на артистизм, да, и на профессионализм. Вот, поэтому мы все время, вот Наталья Юрьевна мне показывала пример, как нужно себя вести на сцене. Конечно, первые разы, первые свои выступления я очень волновалась. Да, потому что, ну как, это ребенок вышел на сцену, да, на большую, там столько людей, все на тебя смотрят. Конечно, это волнительно. Но у меня, когда я выходила на сцену, все-таки волнение, оно какой-то положительный характер принимало. То есть волнение тоже, да, его можно направить в разные русла, то есть можно его в положительное русло, а можно в отрицательное. Вот, и мне как-то это помогало, наоборот. Вот за сценой, за кулисами, да, я волновалась, а потом вышла на сцену, и вот как-то вот эмоцию дает. Вот. Ну и, конечно, сейчас мне очень помогает то, что я с детства, да, пела, перебарывала себя. И сейчас, выступая даже вот на таких сценах, на консерваторской сцене, да, уже в другом городе, мне проще намного. Как перебороть волнение? Конечно, есть определенные способы, да, ну, лично для меня, которые мне помогают. Это 3 спокойных вдоха и выдоха, да, не больше, потому что для меня, если я больше делаю, то перегорает, да. Главное не перегореть, и чтобы было все в меру. Вот 3 спокойных выдоха, они успокаивают дыхание, потому что в пении это, ну, дыхание — это важная часть, да, можно сказать, даже самая важная часть. Вот, и я крещусь. То есть, да, просто вот для себя успокоить, свою душу и спокойно, с настроением, главное, выйти. Не с тем, что ой-ой-ой, там на меня смотрят, ой-ой-ой, вот не с негативными, да, какими-то, а наоборот, вот радость людям дать, да, показать, вот смотрите, вот радуйтесь. Просто несите людям радость и сами как бы радуйтесь тому, что вы на сцене, вот, улыбайтесь. Участие в различных конкурсах — это такая важная часть и для самого ребенка, так как ты набираешься опыта, да, то есть ты учишься стоять на сцене, да, то есть ты общаешься с другими конкурсантами, и вот этот вот конкурсное такое вот стремление, да, победить, это очень важно для характера ребенка, и в будущем потом это отражается, когда человек уже потом стремится в будущем к чему-то, да, это очень важно для нашего поколения вообще в целом. То есть вот у меня, как вот он был, вот этот вот, да, конкурсный такой настрой, так он у меня по жизни, то есть всегда, когда даже в плане учебы, в плане работы стараешься быть лучшим. Это очень хорошее качество. Вот. Конечно, большое спасибо моим родителям, потому что родители — это просто люди, которые помогли мне, ну, вообще в жизни моей, да, то есть они меня направили, потому что, ну вот,
мама мне сказала, да, папа сказал, говорит, вот у нее есть слух. Я слышу, вот у нее есть слух. Хотя я пела там что-то чунга-чанга, да, синий небосвод. И папа говорит, вот что-то вот слышу. И мама поддержала, и все, и вот пошло. То есть для родителей, конечно, родители это просто спасибо большое. Ну и, конечно, родителям приятно, когда дети, да, к чему-то стремятся, когда они выигрывают, вообще участвуют. Это же гордость, да. Это, конечно, для любого родителя будет радость, когда его ребенок, вот, особенно на сцене, поет, да, ну даже не только поет, он танцует, да, и занимается каким-то видом деятельности. Я помню, мне звонили все, вот, я вижу тебя на телевидении, ты там поешь, я думаю, а я себя вообще не видела, то есть как-то вот так получалось, что я не успевала себя посмотреть, и помню, кто-то даже снял меня на видео, вот прям, да, и мне отправил, я смотрю, вау, думаю, класс, и очень долгое время, то есть я уже там где-то уже учусь, да, уже вроде бы не участвую, но меня снова крутят по телевизору. И это прям классное такое чувство, невероятное, все-таки как бы гордость так. На твоих ладонях солнце, что так жарко обжигает. Небо надо мной смеется, столько счастья не бывает. Ты один такой на свете, от любви твоей я таю, за тобой лечу, как ветер, в облаках с тобой взлетаю. Забери меня туда, где оранжевые сны, в жарком танце до утра шепчут о любви. Забери меня туда, где всегда одна весна, зима не наступит никогда. В музыкальной школе была на вокально-хоровом отделении. Там у меня педагог была Попова Надежда Егоровна. Вот. Она тоже очень много мне дала. Она помогала нам также справляться с волнением. Да, у нас был свой вокальный ансамбль, Айла назывался. Мы тоже участвовали на различных конкурсах с ним. И тоже там вокальную позицию, как правильно, ну какие-то азы вокальные она мне показывала. Вот, это тоже очень важно. Я закончила музыкальную школу по двум специальностям. Это фортепианное отделение и вокально-хоровое отделение. Вот, по фортепиано у меня педагог Чигирина Мария Васильевна. Вот, она тоже приняла вообще огромную такую роль, да, в моей жизни, потому что фортепиано для меня это очень важно. Вообще для каждого музыканта, вокалисты, да, или нет, все равно фортепиано играет важную роль. Потому что когда ты начинаешь, например, разучивать произведения, да, даже сейчас в консерватории, когда ты владеешь инструментом, да, когда ты можешь сам себе сыграть, это намного проще. Вот. И даже в будущем, да, когда, если буду работать в театре, да, очень бы хотелось, разучивая оперные партии, да, очень, ну, намного мне будет проще, вот, нежели я бы не владела и кого-то, например, просила, да, мне поиграть, то есть это очень важно. Вот, ну и в музыкантском плане тоже, когда ты владеешь инструментом, ты лучше слышишь, то есть ты слышишь, где как нужно спеть, да, там фразу, как повести, вот, и как раз-таки, когда я училась в музыкальном училище у Честных Оксаны Юрьевны по классу фортепиано, она как раз мне прививала вот
музыкантскость такую, да, то есть музыкальность, как правильно сделать. Вот, играть на фортепиано — это не просто там нажать, да, ноты и там сыграть какую-то мелодию, это нужно прочувствовать, нужно каждую ноту прочувствовать. То есть к инструменту можно прикоснуться по-разному, да, можно просто нажать, а можно с чувством, с таким чувством, что аж там до глубины души, даже у человека, который и вовсе не музыкант. А в музыкальном училище педагог по вокалу — это Кордон Руслана Геннадьевна. Очень хороший педагог, тоже она начала вот уже профессионально работать с моим голосом, потому что до этого у меня все-таки был детский голос, да, еще не сформировавшийся, и в училище уже началась как бы профессиональная такая деятельность, когда уже ставится голос действительно. Вот так вот. Ну и вот я поступила в Новосибирскую консерваторию, чему я очень-очень рада, да, и благодаря всем моим педагогам это произошло. Я с самого детства пою и люблю петь, да, и всегда любила петь. И я себя не вижу больше никем, только вот музыкантом, да, артистом, также педагогом, да. Сейчас я преподаю в музыкальной школе, получается, совмещаю педагогическую деятельность с учебой и тоже набираюсь опыта, так сказать, да. Но это частная музыкальная школа, туда ходят и взрослые, и дети, и нужно правильно найти подход к каждому человеку. Я думаю, у меня это получается, потому что главное в педагогической деятельности — это терпение, да. То есть, если есть терпение, то будет все хорошо. Сейчас я учусь на втором курсе Новосибирской консерватории на отделении оперного пения. Мне очень нравится учиться. У меня замечательный педагог Мамонова Яна Александровна. Она, получается, работает в филармонии в Новосибирской. Вот. У нее очень красивый голос, и она мне тоже сейчас дает вот такие советы, да, музыкантские и профессиональные, которые в будущем, конечно же, мне помогут. Я поступила в музыкальный колледж, сначала на отделение эстрадно-джазового вокала, проучилась там полгода, и потом как-то вот сердце мне подсказало, что что-то мне нужно идти в академический вокал. И голос у меня от природы сам, он более классическая, постановка сама уже как бы природная, да, вот. Ну и плюс у меня сопрановый такой голос, да, то есть больше подходит для все-таки классической музыки. Конечно, эстрадную музыку я тоже пою, да, то есть где-то на мероприятиях каких-то, если да, меня позовут на такие мероприятия, конечно, я с радостью спою, вот, и мне это намного легче, то есть после академического вокала эстрадный вокал петь намного проще, вот, потому что в основном постановка, она одна, да, то есть она классическая постановка, и даже у всех наших звезд эстрадных, у них все равно классическая, у них музыкальная школа, да, классическая школа — это дыхание в основном, да, это позиция правильная. Просто вот у нас так повелось вообще и в России, да, и, что вот, ну, как бы эстрада, да, потому что по телевизору в основном, да, показывают эстрадную музыку. Эстрадная музыка тоже хороша, конечно, да, но эстрада должна быть хорошая тоже, да, вот есть не очень хорошая эстрада, да, которые детям нежелательно слушать, да, а есть хорошая эстрада, но как воспитать, я думаю, это от родителей зависит, да, то есть с ранних лет включать классику,
с ранних лет прививать, показывать, да, какие-то, например, детские постановки, да, какие-то там сказки те же, да, вот, водить ребенка в театр, тоже, опять же, там, это не значит, что там на оперу Борис Годунов, да, сразу, ну, на какие-то такие, да, детские спектакли, и тогда, я думаю, ребенку понравится классическая музыка, и в дальнейшем это будет для него таким, то есть это очень связано с культурой, да, и если человек любит классическую музыку, уже понятно, что он будет культурным, да, он и в обычных вещах будет, да, вести себя культурно и так далее. Вот в жизни ему это пригодится, даже если он не будет оперным певцом, да, музыкантом. Конечно, мне хочется больше работать в театре, да, то есть либо в театре или в филармонии, например, тоже, да, мне вот нравится камерное пение, да, то есть, ну вот как-то мне это ближе, я хочу, например, если в опере, да, петь, то есть исполнять вот роль, это вот чувствовать такую вот грандиозность, так сказать, да, вот все-таки, и слушать постоянно вот наших замечательных композиторов, да, и русских, и зарубежных, это очень интересно. Педагогическая деятельность мне нравится, да, то есть это уже как сложится судьба. Я думаю, я найду себя все-таки. Конечно, когда есть голос от природы, это очень хорошо, да, это вот уже это талант, да, способности музыкальные. Но любые способности, даже самые гениальные, да, нужно развивать. То есть, если человек, например, так подумает, ну, я и так умею петь, да, я и так могу, ну, зачем мне там учиться, зачем? То он останется вот на этой ступеньке низкой и дальше не пойдет. А люди, которые, например, ну, вот есть голос, ну, например, еще не развит, да, он будет говорить, я очень хочу, я буду стремиться, и он делает маленькие, даже самые маленькие шаги, но он будет намного выше ступенькой, да, то есть поэтому стремление само это очень важно. Один талант от природы нам не поможет, особенно в нашей профессии, то есть нужно всегда идти. Это очень важно. Да и в любой профессии труд важен. Если просто сидеть, никто тебе ничего не даст. Проигрыш — это только начало. То есть нельзя ни в коем случае останавливаться и падать духом, опускать руки. Никогда. То есть всегда нужно идти вперед. Если бы я всегда выигрывала, да нет, не было такого. Тоже я и проигрывала, бывает, и плакала сколько. Но я не сказала все, я не буду заниматься. Нет. Я сказала, это только начало, я еще покажу, я еще выиграю. То есть это очень важно, что стремление к своей мечте, к своей цели. И когда ты любишь заниматься этим делом, ты пойдешь. И нужно идти, не сдаваться ни в коем случае. Желаю всем участникам конкурса сил, терпения, здоровья, конечно, потому что и физическое, и моральное здоровье очень важно. И, конечно, стремление к своей мечте, к своей цели. И, конечно, море позитива, чтобы всегда оставаться веселыми, добрыми, никогда не грустить, не расстраиваться.